Усім прывітанне, з вами Зміцер Лукашук, і мы абмяркоўваем падзеі ў Беларусі за яе межамі ў нашым супольным праекце Еўрарадыё і Е-прамовы. Абмяркоўваць мы сёння будзем тое, што нам расказалі на мінулым тыдні разам з ваенным экспертам Ягорам Лебядком. Добрый дзень, спадар Ягор. Добрый дзень. Вельмі шмат усяго было накладзена у кучу, асабліва ў апошнія дні мінулага тыдня. Нават не ведаю, з чаго пачаць. Можа быць, з гэтага гучнага замаху на выбітнага сына Беларусі Рыгора Азаронка. Наколькі ўсё ж таки вы верыце ў тое, што сапраўды быў такі замах? Ну, смотрите, где-то несколько, наверное, передач назад мы с вами обсуждали такую тему, что Лукашенко нечего предложить, и поэтому вот этот трэш информационный на тему заговоров и прочее будет продолжаться. По-моему, тогда обсуждали, наверное, Федуту как террориста или кого-то в этом духе. То есть в этом смысле ничего тут нового не произошло, просто добавилась фактура, скажем так. На мой взгляд, более важно то, что как-то пропустили мимо ушей, а Лукашенко это повторил дважды или даже трижды, если считать с театром посещения. Эта фраза в разных вариациях, но приблизительно такая. Если после того, как мы все вот это показали и рассказали, люди не поняли, то это не недопонимание, это враги. И вот такой фразе он сказал несколько раз. То есть фактически это была дана такая тотальная, это была пик, так скажем, потому что до этого предшествовали что? Частично на передачах СТВ, что либерализм, непонимание это плохо. Там в «Минская правда» и газетенках типа «Шестая колонна», то есть люди, которые там, на либеральные идеи, которые сомневаются в правдивости вот этих методов, которые применяет Лукашенко, да, то есть террор собственного народа, устрашение его, грубо говоря. И вот такие методы, кто не приемлет, те, по сути, вот «Шестая колонна» назвали, или враги, как сказал Лукашенко, проще. Вот это была, на мой взгляд, квинтэссенция всего того, что было сказано. То есть, что это, о чем это говорит? Это такое, не сказать, что завершающий этап чисток. Первоначально, понятно, чистили своих силовиков и так далее. Это больше пока все-таки идет на вертикаль, но, конечно, речь не о Качановой, Хрениной там, или тому подобных. Нет. Речь идет о мелких управленцах и специалистах, которые в конечном итоге выполняют вот эти все решения, доводят их, адаптируют их до более-менее что-то приемлемого. То есть, понятно, что без этих специалистов система функционировать не может, но при этом Лукашенко понимает, что специалисты должны быть все проверены. Тут уместно вспомнить, нас частично там упоминают Ленина с революцией, вот уместно вспомнить Сталина. В его статье о Бесмате-Диамате. Вот он что говорил, что Ленин и большевики не пошли за большинством крестьянами, они повели относительное меньшинство сознательных рабочих, а уж те, в свою очередь, повели большинство крестьян. Это, кстати, привет тем, кто упоминает Ленина тут с захватами, телеграфами и прочими. Сначала социодинамику надо понять, прежде чем применять методы. Так вот, получается, сознательно или подсознательно Лукашенко вот как раз-таки хочет эту угрозу устранить. То есть вот тех зачистить, как сказать, добиться максимума лояльности тех, кто вот эти на местах и в среднем управленческом звене реализует его методы управления, решения, вот эти все и законы так называемые. Вот это, по сути, то, что было объявлено. Там еще прозвучало, конечно, я дал команду зачистку всей страны, но там непонятно, к кому это все относилось, да. То есть сейчас недостаточно молчать, да, сейчас нужно высказывать свою лояльность. Я имею в виду, прежде всего, вертикали, потом, конечно, это дойдет до людей. Вот, то есть недостаточно уже будет просто там отмолчался и что-то там, может быть, что-то не так. Нет, ты должен быть тотально лоялен. К чему вот это приводит? Понятно, что сначала вертикаль, а потом то же самое пойдет по людям, да, это же естественно. То есть Лукашенко фактически, вот если брать пирамиду пассивность-активность, да, общества, она всегда такая, так и должно быть, иначе мы вымерли к трем финям. Он, по сути, снижает планку вот это вот задействование активности. То есть он все больше и больше вовлекает массы в политическую активность. Вот эти те пресловутые наши не политические, которые были, да, и которые, на самом деле, сидели, колупались там в своей песочнице, грубо говоря, а тут хобана, и кто-то в их песочницу влазит и говорит: поднимите нос, посмотрите. Это же что мы сейчас видим и в молитвах, и в регулировании спортивных мероприятий, да, новшества предполагаются, и сейчас, уверен, будут какие-то там нормализации по выпускным, по классным собраниям, то есть эта вся махина будет все больше, больше, больше касаться людей. И это что делает? Это формирует критическую
критическую массу, необходимую для изменения в обществе. Вот это то, что нужно до революции, так скажем, создать критическую массу. Ее на август еще фактически не было. И поэтому самый главный организатор вот этого всего смены в обществе, это, конечно, Лукашенко сам, да, то есть самого главного организатора Бобик никогда не посадят. Сами знаете почему, да. Вот, опять же, к чему это снова будет приводить? То есть чем больше масса затрагиваются, поскольку сейчас нет какой-то позитивной повестки дня, нет возможности им чарку и шкварку дать там в бокальчике красивым и прочее, потому что денежек, извиняйте, нету, придется снова же их пугать. То есть, с одной стороны, можно было считать, что вот мы показали это, если вы не верите, то вы враги. Это говорит о том, что нам больше не надо вот этого трэша, который мы там постоянно запугиваем, там ЕС, война, там теракты и так далее, да, то есть, с одной стороны, можно было интерпретировать, и, возможно, даже такая мысль есть. То есть, мы вам все показали, если вы не верите, ну, сядьте, условно говоря, или уедьте куда-то, или там еще что-то, увольтесь, да, вот, но даже если такая мысль есть, она все равно не получится, вот этот трэш будет нарастать, потому что чем больше задействуется масс, а он уже хочет все контролировать. Остановиться он не может сам по себе, но даже если ему скажут остановиться, условно говоря, да, выдержать паузу, он уже сейчас не сможет, потому что и сзади его толкают, условно говоря, и спереди хороший наклон, там друг, сосед Вова роет ямочку, да, то есть уже стоять, остановиться, к сожалению, у него нет возможности, как это было, например, там в марте, том же самом, если взять. И это приведет к тому, что снова вот этот вал устрашения, вал вот такого вот всяких терактов, реальных или виртуальных, это все равно будет нарастать. То есть это уже пошел ком такой, который остановить он уже не в силах. То есть вы зараз кажете про то, что мы, ну, як минимум, каждый тыдзень будем что-нибудь вот такого кшталту, ну, як на неделя, не неделя, да, но это однозначно будет. Я же говорю, потому что уже, в принципе, ничем другим удержать массы не останется, их станет больше, во-вторых, вызовов станет больше, потому что, ну, до этого как бы приспособлен, условно говоря, допустим, там участвовали айтишники, вот они креативно не делали так-то. А сейчас будут действовать там, ну, не знаю, какие-нибудь там, ну, инженер там слесарного цеха, да, у него свои какие-то креативные. То есть вот эта форма выражения, они еще станут больше. А, соответственно, раз ты еще больше не контролируешь, ты еще больше захочется давить. И это, ну, стандартная такая просто накат, без которого останавливает его только война, вот, по опыту Советского Союза показывает, либо гитлеровской Германии. По-другому это никак не останавливается. Вот. Я выбачаюся, что я перебиваю, но у меня просто одразу идут параллели с 30-ми годами минулого стагоддзя, коли кожны день у тебе там альбо заговор докторов, альбо заговор полководцев, альбо там... Это ровно та же схема, и почему я говорю, что останавливает только война, потому что эту цепочку нельзя прервать. Это надо действительно быть сильным политиком. Лукашенко не такой, как он себя позиционирует. Вот, я имею в виду сила ума, прежде всего, да? То есть понять, где цепочка и где, когда нужно остановиться. Значит, опять же, какая еще тема? То есть, соответственно, раз эта масса расширяется, на контроль их нужно больше людей. Значит, пойдет попытка тоталитаризма. Ну, то есть, как вот, чтобы все писали доносы и прочее. Но с этим, на это надо работать, на это работы не было, наоборот, массовость у нас давилась. Соответственно, сейчас мы получаем то, что на тоталитаризм Лукашенко поставить, увы, не может. Даже, опять же, помянули черта, помянем дважды, да, того же Сталина возьмите, когда его период был, индустриализация и прочее, что там было? Даешь 100 норм, да, и люди реально шли, выполняли, не в смысле, что им там пистолет к виску, нет, это действительно была и идейность, вот эта вот тотальность, что мы страна, надо 100 норм, а что мы видим? Я чесальщица-мотальщица против санкций. Вот это весь, простите, лицо тоталитаризма Лукашенко, да, то есть на это у него, ну, пока, во всяком случае, ресурса нету, чтобы добиться вот такого, чтобы люди действительно в тотальном страхе жили и писали доносы, да, то есть это вообще надо тотальный страх навести. Даже война, на самом деле, здесь не факт, что сработает, угроза войны, но она уже не работает фактически. То есть, а это еще больше выводить из равновесия внутреннего будет, потому что он уже привык, что страхом управляется все. Вот, поэтому вот эти все фактуры, такая она будет нарастать. Говоря уже, ну, перейдем, если к терактам, кратко, вот тому, что озвучено, потому что в деталях копаться смысла нет, как бы это понятно, там, кто интересуется, может полазить, сам посмотреть. Кратко, тема Озаренка. Первое, это... подтверждение значимости своих решений для силовиков, потому что многие нормальные мужики после того, как Мазаренку дали медаль за отвагу, ну, реально сказали, как бы это безматерно, ну, неправильно сделан, да, соответственно, нужно подкрепить им, что раз я даю награды, это действительно заслуженно. Вот смотрите, парень, мужик, сам там, да, вот он чуть не повалил, да. Первое, но, наверное, не самое главное. Вторая, это самое важное, опять же, это было сказано без бумажки. Всегда надо смотреть, что Лукашенко говорит по бумажке, что без бумажки, да, это важно. Что значит,
и причем пальцем так погрозил, что хотели отрезать язык, это, мол, всем вам, значит, наказание, демократия такая, что мы всем вам там доберемся и языки поотрезаем. То есть это угроза для своих вертикальщиков, повтор того, что он и говорит, что придут там Тихановская и прочее, тут вас вешать на столбах будут, да. То есть это второе запугивание просто своих и так скажем, это, ну, своих запугивания на таком предмете. Почему Озаренок? Потому что, ну, так его раскрутили, и, к сожалению, неправильно раскрутили его, прежде всего, как раз независимые СМИ, потому что так СТВ на задворках его передачи, если по рейтингу даже ими самими составленными, да, это передача на задворках. И смотреть вот эти речитативы Озаренка можно, ну, простите, я даже, честно говоря, не знаю, там, ну, 3 класса церковно-приказной школы, наверное, да, то есть человек может смотреть. То есть его раскрутили как раз-таки вот благодаря этому трэшу независимые СМИ, недостаток. И поэтому вот как раз его использовали, именно эту фигуру, да, не какого-нибудь там, я не знаю, Веркова какого-нибудь там или еще кого-то, который более узнаваемый, может, даже среди народа. Нет, вот раскрутили его как раз независимые СМИ, а, соответственно, вот эту фигуру использовали. Дальше. По теракту там, возле границы мы обнаружили, значит, беспилотник, который была канистра взрывчатки. 29 июня государство... Спадар Егор, я просто вернуся один момент. Вас не здзівіл той факт, что, па-першае, мы так и не даведаліся, хто быў другі, гэты вот террорист, які хотел отрезать язык. Я скажу, но чуть позже, тут в линии, чтобы сразу провести все и не сбиться. По мелочам сначала говорим, а потом более важные вещи. Значит, по этому беспилотнику, который с канистры. 29 июня Госпогранкомитет, ну, точнее, 1 июля, он выложил, ну, соответственно, у себя в телеграм-канале, что, да, было замечено в районе Субботники Ивлевского района, не пересекающий границ, просто как есть. В районе на нашей территории замечено, значит, управляемый летательный аппарат, но потом выяснилось, что мотодельтаплан, параплан, значит, которые применили силу, хотя по кадрам не видно, что там сбито, куда-то попали, мол, стрелял пограничник, да. Если посмотреть видео, оно есть. Даже если сейчас удалять, все равно он уже заскринено и скачано, как бы смысла нет удалять. Где видно, что сначала показывают, да, там внизу лежит какая-то канистра подвешена, потом это пластиковая канистра, потом эта канистра лежит прямо вот рядом, только с распиленным, не распиленным, а срезанным немножко верхом. То есть никакие там противовзрывные мероприятия близко не проводились. Сообщение, более того, даже не говорило, что там сообщалось, а просто, что это может быть использовано для перевозки контрабанды, в том числе и опасных грузов. Но вот сейчас мы слышим, что это вдруг взрывчатка, да. Значит, по Вилейке. Тема понятна какая по Вилейке, значит, это опять же мы защищаем Россию теперь уже не просто идеологически, но и действительно в боевом порядке. Это все было согласовано с Путиным, что сказал сам Лукашенко, я имею в виду вот это обсуждение вокруг этого, вокруг Вилейки. Дальше. Это еще и попытка торга, потому что, кстати, тут же самое важное нужно заметить, что для любителей вот украинцев, которые говорят, что у нас российские оккупационные войска и прочее, сейчас фактически да. 6 июня истекли срок действия соглашения по РЛС «Волга» и по Вилейка, вот эта станция Антей. И фактически сейчас войска находятся действительно без приглашения, без статуса и прочего. Ну, если говорить так вот наружно, да. Понятно, что, возможно, какую-то они там писульку выписали там на временное пребывание, но, тем не менее, соглашение не продлено пока. И это то, что, чем Лукашенко еще, видимо, пытается торговаться. Тут еще уместно вспомнить, что приезжала начфинчасти Министерства обороны Российской Федерации. Формально она приезжала, конечно, праздновать столетие наших начфинов, но реально, возможно, там действительно детали обсуждались и сколько вешать в граммах, как говорится. Вот. То есть эта тема, опять же, враги там, плюс общий терроризм и прочее. Что у нас еще там, какие теракты были? Озаренок, Вилейка... и мотодельтаплан. Ну, по-моему, все, да? То есть, фактически, это все то, ну, кроме Озаренка, да, то есть, это упоминание о мотодельтаплане, о взрывах на Вилейке, да, это все то, что у нас на неделе там звучало, он просто это все свел в масштабную антитеррористическую операцию. Ну, я себе уже даже прикидываю эту картину. Приезжает, у нас же Альфа, там, Альфа, Алмаз и прочее, ввиду отсутствия боевой практики, они там ездят на соревнования всякие, ну, надо сказать, занимают первые места международные, да. Я вот представляю эту картину, приезжает, и там мужики сразу: слушайте, мы слышали, ваш президент сказал о масштабной антитеррористической операции, это же новое, поделитесь опытом, как боевики действовали, малыми группами составили полных батальонов, там, применяли ли артиллерию, как вы боролись, беспилотники, какая инфраструктура подземная, наземная, воздушная, морская использовалась, да, сколько ваших мужиков погибло. И тут, ну... Мы вот, у нас есть там один товарищ, медаль за отвагу. Ну, конечно, да, наверное, медаль за отвагу, поучаствовал где-то, своих мужиков надо защищать.
ну как свой поучаствовал, получил пенделя на митинге, да, ну вот там еще нечто бахало, возле Вилеки мы остановили, никто наши не принял. Ну и там этим альфовцам расскажут, что такое антитеррористическая операция. Ну тут, правда, конечно, не к альфовцам претензия, они Лукашенко слова не пишут, и думаю, все там офицеры, которые с умом и совестью, они вот так вот сидели, что он говорит, да. Вот, но небольшое отвлечение. То есть это было просто сведено весь комплекс вот этих событий как бы под одну массовый террор. И теперь возвращаемся вот к этому. Был второй человек, так скажем. Значит, что было преподнесено? Это тоже немаловажно. Отряды гражданской самообороны. Очень хорошо попользовал кто-то Лукашенко, надо сказать. На пунктике, у него же есть пунктик телефоны, да, ему доводили, что вот все, что против него упущено, это телефон. Вы вспомните его реакцию на МЗКТ, когда там парень сказал: офицер, застрелись. Да, он же подошел потом: что ты тут, убери этот телефон, да, он просто стоял. То есть у него реально вот психологический пунктик, потому что он понимает, что в этом его провал. Но он не понимает ни в контенте провал, ни в организации, ни в работе СМИ, ни то, что поколение выросло новое. У него просто это телефон. То есть вот, ну, то, что можно утрировать, то у него это и есть. И, соответственно, для него эти коммуникации, он в них и не лезет, и не пытается. И вот что, как преподнесли, значит. Вот выявлены спящие ячейки. Ну, сначала думаешь: ух ты, блин, что-то интересное, да, дай послушай. Потом так называемые отряды гражданской самообороны. Тут любой из силовиков, которые там подписать обязали на желтые сливы, там, да, на тому подобные эти каналы про лукашенковские, они эти День Икс и эти отряды самообороны, они давно их знают. И вот представьте, они сейчас слушают, тоже думают: ого, что-то новое, а тут такие опции, мы же его знаем уже давным-давно, да, что это такое. И тоже задумываться начинают. То есть вот это терроризм на нашем уровне, серьезно, да? Как бы, ну, понятно, это пока такая на подкорочке, ну, кто с мозгами, того это не на подкорочке, а в голове просто промолчит, конечно. Вот, и здесь что важно, это... Раз они показали вот это, то есть отряды этой самообороны, больше показывать им формально останется нечего. То есть дальше что там? Канал Тихановской, что ли? Вот там 100 тысяч подписчиков, мы все их знаем в лицо, как Лукашенко сказал. Там 2500 подписчиков, мы их всех знаем в лицо, да? И тут с Тихановской то же самое скажут. Нет. Про Перемоги тот же план, тоже непонятно, как бы они еще не знают, как с ним оперировать, да, там, так скажем. А тут, да, вот какой-то отряды самообороны, более того, в своих видеороликах они расскажут, что делать, да, как бы там используется организация, как бы само собой. И вот это преподнесли как вот, ну, какое-то новое достояние. Это о чем говорит? С одной стороны, что нечего показать, как и было, да, то есть это как Карпенков, вспомнить, что он там дворовые чаты организованными преступными группами называл экстремистскими, да, что они в конечном итоге формализовали еще до законов, я имею в виду, называл, а потом уже законы приняли. Так и здесь, да, то есть подают ересь, которая говорит о том, что реально они, ну, они уже сами понимают, что они борются с суррогатами, то есть ветряными мельницами, они понимают, откуда это идет, и им проще зацепиться за то, что у них понятно. Организация есть, о, отлично, мы же ГУБОПИК по борьбе с организованной преступностью, например, давайте, вот они, мы их чучух. И вот, ну, кстати, на этой волне Карпенков же почему и выпрыгнул, что это реально они пытались с организованными группами бороться, а это их профиль, как бы, да. Тут же не важно, банд-группы, там какие-то стартап или что-то. Эта организация есть, значит, есть единые методы, как с ней бороться. Хотя фактически они сами поняли, что источники это совсем не вот эти не чаты, там, не, точнее, чаты это просто как бы вторичный фактор организации, а не суть действий, да. Вот. И еще о чем это говорит за действием этого канала, что дальше показывать будет нечего. Формально ничего больше раскручивать нет. Вот, и я хотел у вас пытаться. Глядите, самолет международный посадили, там Лукашенко с детьми хотели у подвал закрыть, тут яшчэ нечто сур'ёзнае, и потом раз там вот. Языкозаронка, некая канистра. Все правильно, я же говорю, вот эта планочка, она опускается, правильно. А дальше вот то, что я о чем и говорю, что нужен страх общий тотальный, и пытаться это все и на местах, и прочее. Дальше какого-нибудь Петровича там с ключом не той резьбы, условно говоря, поймают и так далее, который там якобы диверсию. То есть дальше перейдет на локально. Это будет трэш вот этот, именно трэш, нарастать. Нельзя ему остановить, поймите. И даже если появится какой-то реальный случай, что-то, да, оно же вот в этом все ключе, вот этой массе, он будет все равно теряться. Кстати, его выделить будет легко, потому что они максимально будут на него педалировать не по прямым каналам информации, а где-то по косвенному, через блогов и прочее. Смотрите, мол, это правда. Ну и потому что люди увидят, что это правда. Для чего? Для того, чтобы привязать, что все, что мы раньше говорили, это тоже правда, да. Ну, стандартная схема работы пиар. И получается, здесь вернемся к самообороне уже почему ко второму.
Значит, есть известные старые ГБшные методы, ну, не только ГБшные, это практика мировая, то есть использование подставного лица для проведения операций. Если раньше, это, ну, скажем, как раньше, там, в годах 60-х, например, там, ну, и даже 80-х, 90-х, для этого надо было внедряться в группу, изучать морально-психологические, извините, особенности личности вживую, рискуя, условно говоря, оперативным составом, который задействован, то сейчас все предельно упростилось. Где-то еще с годов 2000-х, там, ну, точнее, 2000, наверное, вот, когда там в Чечне вторая, 2001, где-то с тех пор пошли активный вал работы по психологии, выявлению способов вербовки. Ну, тогда было актуально для России, и действительно был целый пласт научно-исследовательских работ, и заказных, и закрытых, и открытых, как вербуют, почему это получается. Соответственно, люди знают, как вербовать человека. Ну, логично, раз ты противник изучаешь, ты же те же методы можешь применить. Значит, потом уже где-то годов, наверное, 2000, ну, пусть 15, это точно, по крайней мере, то, что видно, пошел вал работ по попытке вот психологического составления психологического профиля личности по его комментариям. Ну, прежде всего, это на ВКонтакте там отрабатывалось и прочее, а дальше на все любые. То есть сейчас, условно говоря, есть ПО, я не знаю, есть ли оно у наших, там, ГБ нету, но могли поделиться россияне, это как раз-таки по вот работе в чате, по выявлению людей, которого действительно проще склонить для всяких терактов. ОГСБ для этого подходит идеально. Почему? Потому что туда все сгруппировались, которые хотят вот радикальных действий. Понятно, что на базе этого ОГСБ чатов и прочее появилось еще там, я не знаю, сотни других чатов, которые более закрыты, там свои, да, которых эти ни губопики, ни прочие знать не знают, как и обычных чатов появилось вагон. Вот. Но, по крайней мере, вот этих массовых можно выявить. Что это дает? Во-первых, программно можно проанализировать. Даже если программ нету, если есть толковый психолог, он может, следя там за 2-3 людьми, грубо, ну, понятно, за день ты это не сделаешь. Это, конечно, нужна проработка. По 1-2 комментариям ты не определишь. Но в чем плюс чатов, что ты можешь закидывать какие-то, условно говоря, косвенные вопросы, по которым тебе позволяет детализировать вот этот профиль. И в дальнейшем просто этого человека нужно подвести, сделать. Да, для этого может использоваться уже живой человек как контакт. Что вот, давай, Петя, мы с тобой подорвем, да? И вот почему и здесь второй может не виден, и если мы вспомним первый теракт с огнетушителем там возле этой детской площадки, там же тоже упоминался второй напарник, которого не показывали, да? Это, пожалуйста, это может быть сотрудник как раз оперативный. Это может быть и не оперативный сотрудник, то есть совсем не обязательно брать второе лицо, но проще, это надежнее, так скажем, когда ты видишь живую человека, что-то сделать, да? Вот, то есть это вполне возможно, что такая простая операция, вот, использование подставного объекта для решения своих задач. Спадар Егор, давайте крыху, ну тут уже разобраліся. Все ідзе по накатанай, як вы некалькі эфіраў таму і казалі, будуць все больш і больш распрацоўваць нейкія там тэрарыстычныя акты, пагрозы і гэтак далей, акты застрашвання. З іншага боку, пасля вот ўсёй гэтай вот нават не ведаю, як сказаць, як вы кажаце, каб не мацюгацца, вот этого подачи інфармацыі, з'явілася інфармацыя нечакана з запрашэннем Лукашэнкі ў Крым. Что это было? Вот, это тоже правильный вектор, и опять же эти теракты немножко, ну, условно, теракты в этом лежат. Значит, вернемся немножко назад к этим озвученным терактам. Что здесь примечательного еще? Точнее, об озвученном Лукашенко и пропагандой, так скажем. После посадки в самолета, вспомните, что пошла вал Лукашенко пират, террорист и пират. Значит, после этого появляется вал там Озаренко передачи и прочих, что европейцы это пираты, Европейский союз пиратов. Не мы пираты, а вы пираты. Да, дальше. Террорист Лукашенко. Нет, мы провели антитеррористическую операцию, которую готовили в Германии. Правильно? Правильно. То есть вы террористы. Откуда это пошло? А пошло это с дорогого друга Владимира, который кто как называется, кто как обзывается, тот так и называется. Это стандартный метод озеркальной пропаганды. И первый раз это Лукашенко отработал хорошо, назвав Байдена убийцей. Да? То есть Байдена назвал Путина, ну а, соответственно, Путин же не паладин самому, как-то не уровень. Вот через Лукашеночку использовали, условно говоря, Лукашенко. Извините. Вот. И вот сейчас эта тема отработки пропаганды, такая первая тактическая, как зеркаливание, это просто вот такое взяли пункт, ну, для чего это зеркальное использование, чтобы у неполитических и простого люда создалось впечатление,
ай, все они там такие, обои, рабоя. Для чего это делается такое, казалось бы, тут же и критическое к Лукашенко? Нет. Когда ты в массе смотришь, ты все равно... Тут хорошо можно вспомнить, доктор Зойберг с Футурамой сформулировал. Мы же не можем выбирать кого-то нового и неизвестного. Мой выбор зловещий маньяк, которого знаю. Спасибо. Вот это, в принципе, тот же вот формирование такой мысли обывателя. Что-то новое, страшное. Раз они все плохие, давай того, который вот долго сидит, я его знаю. Значит, но это тактически. Теперь вернемся к более важному и правильно озвученному вами вектору по России. Надо понять, когда все это было сказано. Весь этот верхол пошел после визита Патрушева. То есть, в принципе, если вспомнить, перемещение войск, допустим, когда там 16 августа, по-моему, или где-то в субботу там было, пошли после звонка Путина, я имею в виду к границам Беларуси. Ник и Майк появились после визита Мишустина. После звонка вот терроризма, что хотели захватить Лукашенко там и убить, опять же, согласование с Путиным было. И приехал Патрушев, пошло вот этот вектор. Почему так происходит, что все вот эти заявления относительно Европы, и тем более перемещения сил, происходит по согласованию с Россией. Россия заявляет, что Беларусь — это сфера их интересов. Соответственно, раз ты заявился, как по понятиям, да, они живут, раз ты заявился, что это твоя сфера интересов, ты за нее отвечаешь. Если что-то оттуда исходит, то это ты виноват, да? Хотя они пытались вот дистанцироваться до встречи с Байденом максимально, да, сделать вид этой демократии. Тем не менее, я думаю, Путин заявился, что это наша сфера влияния, ты не лезь, тогда будь добр, обеспечу. А вот скажите, метафорически выражаясь, кому в зоне контроля нужна обезьяна с гранатой? Никому. Потому что, допустим, у Путина будет какая-то там идея своей игры оперативной там на протяжении года с Европой, а тут хобана появляется Лукашенко и что-то начинает кабиниться. Это же нельзя так, правильно? Поэтому, кстати, у Лукашенко нет и Искандеров, Путин не поставляет, и не поставит он ни одно серьезное вооружение в подчинение прямое Лукашенко именно по этой причине, что это будет просто бесконтрольная угроза, которая может исходить и попортить всю внешнюю политику на европейском континенте, по крайней мере, на нашем регионе. Значит, поэтому идет согласование всегда с Российской Федерацией. Как минимум согласование. Некоторые считают, что это идет управление, может и так, как минимум идет согласование. Значит, что произошло после визита Патрушева? Озвучены вот эти теракты, да, так скажем. Да, еще вернемся. Кого называют врагами? Первый раз назвали Карпентера, если помните такого, да, который советник Байдена. Почему назвали, что надо привязать Байдена, но так, чтобы это не по нему напрямую, вот взяли советника. Почему его? Кстати, сейчас получился вроде как провал, потому что его назначают, Байден хочет назначить послом в ОБСЕ, да, то есть который будет и по нам работать, так скажем, уже в Европе. Но почему его? В 2019 году, по-моему, он еще давал статьи, писал статьи, точнее, давал интервью, что с Беларусью нельзя принуждать между Востоком и Западом. У нее сейчас формируется своя вот национальная идентичность и противостояние, собственно, России, и единственный способ обеспечения суверенитета Беларуси — это переход к реформам. То есть он исповедовал такой нормальный путь диалога, так скажем, да, без конфликта и развития, и его убрали. Вот тут как раз можно искать вот эту линию заговора, почему именно его. Вот это наши российские товарищи указали, чтобы прекратить вот эту мягкую силу. Чуть позже о ней скажу. Значит, сейчас назвали Меркель. Канцлера, да, назвали. Опять же, считая, что это уже списанный стрелок, его можно, так скажем, гнобить как хочешь, да. Хотя, опять же, та же Меркель может показаться там генсеком НАТО или еще как-то по нашему региону работать. Это же политика европейская, не наша. Вот, то есть, и опять же, против ЕС и Германии. Почему Германия? Понятно, что фашисты — это немцы, немцы — это фашисты, мы боремся с фашистами. Вот это вся пропагандистская линия, почему Германия выбрана. Значит, касательно мягкой силы, Патрушев озвучил это сам, что вот с НКО проблема, некоммерческие организации, да, которые неправительственные, что, мол, конечная их цель — это смена режима. У них, да, с 2008 года вот активно пошли работы по предотвращению мягкой силы влияния как первоисточника и фундамента цветных революций, как они это называют, да. И вот сейчас они фактически, вот эта борьба с НКО и идет активно. То есть Гёте-институт, это все потом же после Патрушева последовало, да, прекращение восточного партнерства, в котором очень много статей, можете почитать, я имею в виду даже в научных журналах, не то, что там беллетристика интернетовская, где они пишут, что да, это такой способ влияние мягкой силы, проникновение Европы в Беларусь, да, и прочее. То есть у них сейчас идет, помимо того, чтобы, извините,
отрезать Лукашенко вектор от Запада, да, он же еще все пытается, как уж на сковородке, туда выпрыгнуть, вот, отрезать и мягкую силу всю, то есть вот тотальная зачистка всего поля, то есть сила здесь должна быть одна, мягкая и жесткая, это Российская Федерация, вот основной посыл. Касательно Касательно Крыма, ну, тут понятно, это то же самое, что уже было, педалировалось раньше на примере Протасевича, что приедут его допрашивать с Крыма, не с Крыма, с ДНР, ЛНР, и что, мол, что там еще, и вышло тогда же, прям, по-моему, в день встречи Байдена с Путиным, письмо прокурора там с благодарностью вот этой республики какой-то там банановой, извините. Значит, это тоже давление, что человече хорош там выделываться, да, там, имитировать себя не пойми кого, ты, типа, если мы тебя поддерживаем, значит, ты признавай то, что мы тебе говорим. По сути, вот то, что он говорит сейчас своей вертикали, вот то, что я повторял, если кто-то не понял, да, или не поверил, это уже враги. То есть вы должны принять ту модель мира виртуальную, которую я вам навязываю, и реплицировать ее среди своих. Вот то же самое делает с ним Россия, да, то есть он подсознательно или сознательно делает это, ну как подсознательно, они все одинаковые, да, все эти режимы, которые запретить не пушать, они все одинаково скатываются, да, у них так или иначе. Есть мелкие вариации, но мышление одно, и оно приводит к одним и тем же способам решения. То есть вот Путин его, давай ты к нам, ты должен быть лояльным, соответственно, народ, и вы лояльны, либо вы враги, да, то же самое и Путин с ним работает, вот, и это та же опера его задавить, вот, собственно говоря. Просто-напросто отрезать ему еще больше концы, и плюс Украина. Почему Украина? Тут, может, следует дополнительно остановиться. Вот это, еще думаю, что четвертое оставалось, граница с Украиной, ай-яй, там оружие прут, да, но этот цирк уже, как бы, наверное, всем надоел, уже сколько раз закрывали, он себя считает пограничниками, до сих пор не может определиться, что такое закрытие границы, перекрытие, оперативное прикрытие и так далее, да. Закрыли границу, а потом вынужден председатель погранкомитета рассказывать, что вы просто перешли на усиление. Ну, это ладно, это можно простить как на словесное какое-то непонимание формально. Почему Украина? Понятно, что вектор западный отрезается, хорошо отрезается, и Лукашенко сам этому очень хорошо способствует. Вот, остается Украина. Не просто как сбыт, но это все-таки 3 миллиарда экспорта, там 3,1 за прошлый год. И сейчас, если брать по нефтянке, по группе 27 товарных этих ТНВ, то в январе было 135 миллионов, в апреле 260 миллионов долларов уже экспорта нашего туда. То есть растет, нормально растет. Тут, конечно, и сезонность важна, но тем не менее растет. Значит, это не только экспорт, но это и единственный коридор, на который, возможно, Лукашенко, извините, надеется, это то, что вот эта нефть с Азербайджана, с Казахстана пойдет, пусть там с ВОПами, схемами или какими-то с Украины. Россияне что тоже прекрасно понимают. И вот как раз перекрыть вот эту лавочку с Украиной, да, как бы, ну, понятно, он словами бросается, да, он считает до сих пор, как и раньше, что я могу говорить что угодно, а потом я кому-то в уши волью, и все, ну, при личной встрече, и все мы будем работать как надо, да, по старым схемам. А тем не менее, эти слова вызывают резонанс, и правильный резонанс в Украине. И это действительно будет сворачивать эту лавочку, как бы. Вот. И тут еще, ну, то есть в идеале, конечно, что для России нужно было бы, если уже говорить о прогнозах и самых негативных, то перед поглощением Беларуси в идеале, чтобы Беларусь оттяпала, условно говоря, какую-то часть территории. В идеале это, конечно, было бы Вильнюс либо Белосток, ну, либо часть Черниговской области. То есть можно накатать милитаризацию Беларуси, поддержать ее в этом, чтобы они захватили, условно говоря, как-то попытаться это регулировать, а потом уже спокойно поглощать Беларусь. Вот это то, что было бы в идеале для России. То есть поссорить с Украиной окончательно, ну, разделяя и властвуй. Вот как те же самые фашисты, приходя сюда, заправляли сюда латышские батальоны, там, украинские, вот, чтобы не было единения союзных республик. То же самое и россияне. То есть им не нужен контакт Украина-Беларусь абсолютно, да. Это нужно, чтобы были враждебные страны и в перспективе. Ну, по крайней мере, перспективы до той, которую они, как они полагают, могут инкорпорировать в Украину, да. Чтобы не было единства вот этого вот. И действительно тут может быть какое-то инспирирование вот этих военных инцидентов вполне возможно с Украины. В целом, если говорить по линии даже без России, а чисто по Лукашенко, вот то, что я говорю, фактура нарабатывается, но нет основного.
люди не чувствуют, что такое война. Им рассказывают эти бредни про гибридную войну, да, но нет понимания. То есть нужна война. Ну, я имею в виду не прям масштабная, да, нужна картинка войны. То есть нужно какой-то боеинцидент. У россиян, допустим, ну, как это, задача какая? Показали, мы этим пиндосам европейцам наваляли, смотри, какие мы крутые, да? Это то, что россияне делают, но у россияне есть постоянно с америкосами, у них есть возможность. У них есть нейтральные воды, нейтральное воздушное пространство, у них есть эти стычки с конвоями американскими в Сирии, да? То есть есть, где можно вот такой этот детско-юношеский выпендрёж показать. У Лукашенко такого нету. Ну, что есть, это возможность там применить рэп, радиоэлектронную борьбу где-то, да, там, условно говоря, показать то, что бескровно и как бы бесконфликтно. Еще, возможно, вариант, вот, допустим, опять же, возле тех субботников, помните, там этот выступ такой литовский есть. Можно туда, например, вот наши на учениях заблудились и перекрыть, там 2,5 километра перекрыть, это там достаточно роты солдат, условно говоря, которые перекроют, потом скажут, что мы заблудились, но для своих, смотри, мы же оттяпали их, вот, мы им показали Кузькину мать. То есть нужна вот такая фактура. Если даже погибнут наши там солдаты, какой-то боестычки с пограничниками, там, я ничто, это еще лучше, это как бы, да, ну, то, что они сами говорят, сакральная жертва, там, назовут там героями, там, бюст на родине героя, как говорится, поставят, да, то есть не хватает... Ситуация вот этой... на литовской мяжи может привести до такого да, спровокованного? То есть, ну, сложно, там же надо понять, что пограничники, что же они, во-первых, взаимодействуют между собой, как бы там наверху это ни казалось, а всегда есть оперативное прикрытие, оперативное взаимодействие, даже не то, что по формальной линии, да, то у нас же с украинцами есть, и все вот эти высказывания там по оружию, они же все понятны, потому что они взаимодействуют друг с другом, они все это знают, да. То же самое с литовцами, вплоть до того, что там, условно говоря, по телефону друг с другом там разговаривает какой-нибудь там Мариус там с Петей, условно говоря, потому что, ну, работа ж одна граница, но я имею в виду, когда это нормальная работа, когда говорят стой, конечно, тут это все будет нарушаться. И да, что-то такое попытаться можно как-то заманить, условно говоря, пограничников там литовских, латвийских на нашу территорию, взять их, сказать, что это готовилась там какая-то диверсия. Можно, наоборот, вот этих мигрантов создать там группу, условно говоря, спящую террористическую ячейку, да, это и создается, кстати, по Европе, если говорить как есть. Они же не зря эти терминологии используют. Чтобы они, наоборот, обратно инспирировали нападение, да, там как-то. Можно что-то такое утворить, и в Украине то же самое можно каких-нибудь грибников, мужиков, там, это, дать им в плечи, там, калашников потом положить и показать, что нападали. Можно, то есть таких вариантов хватает, и более тут я уже не буду предлагать, условно говоря, какие есть методы, так скажем. Но, тем не менее, да, не хватает... Но вы не выключаете, вот, что может дойти абсолютно до этого? Не исключаю, потому что вот это единственное, чего им не хватает для вот этого тотального устрашения. Я не говорю, что это прямо сейчас... Показать войнушку, реально. Я говорю, что это не прямо сейчас будет, но может там вот когда вот эта планочка будет опускаться, это вполне может быть как такой способ наведения тотального страха уже на живой картинке, да. То есть они, конечно, могут сделать эту картинку искусственно, да, что-то такое там симитировать, это тоже можно, но правдивость, конечно, лучше. В идеале, как делаются хорошие такие операции, это когда нападают действительно на отряд, который вообще не в курсе. Тогда все и на камеру, на прочее выглядит как объективные, ну, потому что люди действительно обороняются, не зная, что происходит. Вот. Это самая лучшая операция в этом смысле, нападение на заведомо непредупрежденного своих. Ну, так скажем, false flag operations. Значит, вот этого действительно не хватает, как бы. Ну и, конечно, вот эта часть про Крым, это действительно просто, чтобы Лукашенко уже показать формально всем и вся, что все, тебя наклонили. То, что он говорит, там, не наклоняем, это вот поездка в Крым, либо признание Крыма, да. Как бы, ну, это ничего не решает, на мой взгляд, абсолютно, потому что для Европы, да, это все понятно. Ну, для Украины еще может быть, хотя уже тоже, думаю, там все прекрасно понимают. Просто действия со стороны Украины будут более жесткими, так скажем, да. Хотя и Украина сами там, ну, понятно, не сели на эту иглу топливную, потому что как бы и за 5 лет плохо не переориентировались особо в плане, скажем, но, тем не менее, как-то будут сейчас искать выходы из этой положения тоже, как эти схемы все прекращать. Спадар Ягор, на заканчэнне ўсё ж таки атрымліваецца, што ўсё тое, што адбываецца, вот это ўсе шумныя, выкрытыя тэрарыстычныя акты, ячейкі і ўсё такое, гэта, ну, по крайней мере, каб іх агучыць і ўсё правесці, гэта ўсё узгадняецца ў Маскве,
все это робится на потребу Москвы, и вся это змагання не толькі не все. То, что... вынішчэнне ўсяго нацыянальна свядомага тут. Национально свядомым, безумовно. То, что касается внешнего фактора использования ЕС как угрозы и конкретных политиков, это однозначно согласуется с Российской Федерацией. Более того, я думаю, они еще и советуют, кого конкретно называть угрозой, там, да, так скажем. Вот, потому что, ну, как бы, чтобы назвать кого-то угрозой, когда ты хочешь, как сказать, показать кого-то врагом, надо же понимать, чтобы тебе от этого не прилетело. И для этого нужна разведка и нормальная аналитическая работа. Вот, наши, ну, тут, ладно, не будем комментировать, и тут действительно может быть привлечена российская разведка, как компетентные товарищи советуют, кого назвать. Вот мы же, СВР у нас давно работает, с советских времен, резидентура, в Германии особенно, там, да, вот мы давай назовем вот этого Хоффмана, гражданина, да. Кстати, вот, забыл, что сказать, если секунда есть, почему еще пользуют по телефону, да. Я когда Хоффмана услышал, думаю, что вот это продолжение того, что я говорю, что не хватает прямого воздействия на ЕС. И это еще, кстати, остается, этот прогноз, да. Я же не говорю, что там за неделю все будет исполняться. Я думаю, оба-на, вот, наверное, оно и есть. Нет, это, оказывается, просто владелец чата и модератор. Так все нормальные ребята, которые чаты организовывали, там, от 5 до 20 человек, они все модерацию перекидывали друзьям на Запад. Сейчас каждого можно так сажать, условно говоря, за то, что тобой кукловодят. Ну, то есть, а вот человек этого не понимает, но вот это же становится понятно, да, всем силовикам, которые в этой теме работают, что как ему преподносят вот эту всю тему и как его вот в этом смысле используют. Я всегда полагал и полагаю, что, как у нас обычно говорят, вот там силовики манипулируют. Нет, у него несколько контрольных служб, и сам он принимает решение, все он знает. Не надо говорить, что он там чего-то не знает. Другое дело, что просто сейчас одна из служб, так скажем, конкурирующих прочее, будет видеть, кто конкретно сейчас ему доносит мысль и как доносит. И, соответственно, это рычажок, чтобы эту службу когда-то подвинуть. Ну, то есть это еще фактор склок таких внутренних. Спадар Егор, все ж таки невялічкі прогноз от вас, баюся задаваць это пытанне, тым не менш. Скажите, вось мы на пачатку размовы згадалі, что той вот накрутка тэрарыстычная, выкрыцця вот гэта ўсяго нагадывае 30-е гады мінулага стагоддзя Савецкі Саюз, дзе кожны дзень выкрывалі доносы мільёнамі і гэтак далей. Тады ж все ж таки не просто выкрывалі, садзілі, быў ГУЛАГ, были тройки расстрельные и все остальное. Гэтага чакать? А почему? Оно уже есть. Вместо тройки у нас двойки, судья и человек в балаклаве. Ну, покуль не расстреливают. ГУЛАГи депортация у нас идет вне. То есть людей выпихивают просто за границу. Вот вам депортация. Ну, единственное, что расстрелы, ну, так и расстрелы сейчас и не надо, собственно говоря. Вы же поймите, что вот это... угроза жизни, она снижается, и в войнах умирает меньше людей. То есть, ну, фактор вот этого гуманизма, он идет, да, то есть, и понятно, что в любом случае, там, через 20 лет, через 30 смерти будет меньше, потому что люди больше будут бояться каких-то мелочей жизненных, которые 100 лет назад казались тьфу, и разотри, да, то есть, и все. А система вся та же работает, она работает прекрасно, и депортация, вот как я говорю, и вместо троек двойки оптимизация, да, белорусская оптимизация ноу-хау россиянам на будущее, так скажем. Вот, это все есть, и единственное, что можно сказать, что вот это вот, если говорить о таком, ну, среднесрочном прогнозе, что чем больше вот это, как я говорю, планка будет занижаться, тем больше вот эти угрозы должны выходить на мелкие группы, на более личностные и так далее. То есть это уже не будет там Тихановский террорист, уже все забыли, да, что он террорист, условно говоря, там, или Федута террорист уже, хотя это было сколько там, 2 месяца назад, наверное, да, уже все забыли. То есть это будет заходить все больше и больше массы, вот как я говорю, раз у ГСБ сейчас, то дальше это будет уже чат цветочников, там, Масюковщины, условно говоря, там, ну, что угодно, цветы, спортивные мероприятия, то есть тотально будут пытаться внедрять, а, соответственно, все вот эти формы устрашения, они будут все больше трэшовыми и все более такими локальными, так скажем. Вот это то, что, к чему мы идем, вот устойчиво идем, вот, да, по 30-м годам. Почему же вы думаете, у нас архивы закрыты? Все эти люди, то есть, как они говорят, что сейчас противостоят идейные наследники нацистов, то сейчас идейные наследники вот НКВДистов тех времен нехороших, как бы, потому что были, которые работали нормально, прямо скажем, ну, хоть и меньшинство и в системе, но вот тех идейные методы, они как раз вот методички ГБшные не используются, тоже Протасевич интервью можно там в 84 году, вот правильно, там украинские или где-то архивы скрывали, как использовать, ну, так скажем, вот эту пресс-конференцию для влияния на Запад по диссиденту. То есть это все те же методички, здесь ничего нового, здесь просто новые формы проявления фактуры, а методы, да, абсолютно те же самые. Поэтому почему я говорю, что люди, внимательно прочитайте сейчас вот
Татьяны Процько есть хорошая книга «Становление тоталитарной системы в Беларуси 20-40-е годы». «Взлет и падение Третьего рейха» можете почитать. То есть вот как это все формируется? Формируется это все с одного, с молчания. То есть как только вы молчите по простоте, вот, да, я не говорю, что вот как выступить где-то на массово. Как только вы начинаете, у вас появляется мысль, вот вы едете в автобусе по телефону, просто говорите: о, а может не надо говорить, все. Вот так формируется нацизм, так формируется фашизм, там, коммунизм в худшем его проявлении. То есть именно из-за молчания, вот такого вот иррационального прежде всего. Вот эта вот попытка страх формировать, то, что я говорю, она формирует прежде всего иррациональный страх, а бы чего не вышло. Вот что нужно им сформировать Лукашенко сейчас. Не то, что страх, что вот, да, ты выступил и тебя посадили, это как бы понятно, да, тут можно чего-то опасаться. А речь именно вот создание в массах этого иррационального страха. И он проявляется прежде всего, когда у тебя начинается самоцензура такая, может, не стоит говорить. Все. Вот, значит, тогда вы фактически становитесь пособником вот формирования вот этого режима любого жесткого. Это было во всех странах мира, это было всегда и будет, увы. Ну, пособникам режима это жестко, да. становиться не хоча, таму гавора прама, але ці готовы да адсідкі? Конечно, я же в Беларуси живу 39 лет, как бы вижу, чего. Ну, можно з'ехать. Где народился, там и сгодился. Те сгодился. Але ж, глядите, 15 сутками не обыдете. Не, ну тут понятно, как бы по совокупности можно, да. Сейчас же, я говорю, милейшие статьи ввели, там, дискредитация военного или политического положения страны. Вот, пожалуйста, любую критику подпихивай, там, от 3 и выше сажай не хочу, да. Можно просто в СИЗО держать сколько угодно. Это же у нас тоже классно. То есть можно в СИЗО держать человека хоть всю жизнь, и совсем не обязательно даже там и судить и так далее. Да, это наши реалии. А эти реалии, я говорю еще раз, они образуются именно из-за того, что молчат. Молчат и думают, что вот сейчас пронесет и будет хорошо. А вот пример бизнеса нашего и прочего показывает, что ты можешь быть молчать, все равно за тобой придут. Это же классика таких режимов, что всегда за тобой придут или тебя попользуют. Вот. Да, ну тут как раз-таки еще уместно Озаренко, третий фактор, вспомнить, почему ее использовали. Что это еще показчик, опять же, своим, что если тебя наградили, тебя выделили, да, то это не значит, что у тебя и все, можешь на лаврах почивать. Это значит, что тебе нужно отработать. И отработать вплоть до риска жизни. Вот это еще один показатель, почему Озаренко вытянули. Вы же видели, наверное, там 2 докторов решили, госпремии и прочее, да, там звания решают. А тут показано, что раз тебя наградили, то ты не просто там должен на лаврах почивать, а ты еще должен отрабатывать это и дальше. Ну и косвенно это было сказано тем, кого он там награждал 2 июля. Вот. Это еще один, кстати, фактор для вертикали власти. Дзякуй вялікім. На жаль, трэба завяршаць нашу сённяшнюю размову, хаця ёсць яшчэ што абмеркаваць. Коротка, вельмі шмат пыталіся, што на майцы напісана? Верш Максима Танка «Ты чуеш, брат». Ну, так, як пісалі у нас татары там з 15-го стагоддзя і нават па 20-е стагоддзе. Просто такая там, ну, гэта нават не арабская, гэта менавіта беларуская мова, але напісаная і арабскімі, і фарсі літарамі, і нават тады яны 2 літары прыдумалі свае, там, пад дзі наши. Ну што ж, ты чуеш, брат? Не маўчы. Так і прыходзіць таталітарызм, калі будзеш маўчаць. Дзякуй вялікім. Ягор Ільбядок, Зміцер Лукашук у сумесным праекце Еўрарадыё і Е-прамовы.